Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Послание вашего рода для вас на вашу жизненную ситуацию. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, назовите свое имя, обратитесь к духам вашего рода, попросите посоветовать, подсказать, рассказать. Вот если есть какие-то вопросы конкретные, обращайтесь, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Пока вы будете настраиваться, я подготовлю песок. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну давайте посмотрим, что тут вам говорят духи вашего рода. Очень важно, чтобы вы для себя вот сейчас четко понимали, что вы находитесь под защитой, постоянной защитой духов вашего рода. Вот обратите внимание, центр, да, вот человечек. Человечек получает в первую очередь сильнейшую защиту покровительства от духов рода матери. Видите? По материнской линии вот прям идет, вот как вас окружают заботой, окружают вас вот теплом, за вас просят, вам подсказывают. Со стороны отца у вас также есть защита, но со стороны отца у вас, скажем так, здесь даже не защита идет, а больше как идет наследие каких-то талантов, наследие мастерства, наследие силы духа, вот этого вот характера, да, вы очень характерный человек. Сила в вас, вот именно темперамент, да, заложенный очень серьезный, потому что предки ваши были какие-то особенные люди с высокими званиями, чинами, им как подчинялись, наверное, да, либо перед ними как-то вот прям преклонялись люди, то есть достаточно серьезные люди, вот особенно вот один человек был, это мужчина, и мне он идет как, я не знаю, он либо каким-то был действительно генералом, может быть полководцем, может быть он был как даже там, управителем, да, правителем, но серьезная тут информация. И да, талантов здесь очень много. Очень талантливыми были ваши предки. Вот, они тоже как бы к вам тянутся, но защиты от них нет. Тут больше как идет, вам дают, да, вот скрытую информацию. То есть вы легко можете обучаться, вы легко можете браться там за разные дела, и вот удивляетесь, вам удивляются, и вы сами удивляетесь, вот откуда у меня знания. Вроде как бы я первый раз, да, беру, там, ну, допустим, да, за какую-то работу я берусь, вот откуда я знаю, как это делать. Вот оно, мастерство, оно у вас заложено. Так, мои хорошие. Что я хочу вам сказать по поводу послания. Здесь у меня очень какие-то люди невезучие, несчастливые в любви. Как-то вот либо не строятся отношения, либо все мимо, либо отношений в принципе нет. Да? Вот люди чувствуют себя несчастными. Как бы личная жизнь, она на тормозах у вас, понимаете, на тормозах. И у кого-то прям отыграется, что не с кем продолжать род, и вы за это переживаете. Либо, возможно, вы переживаете за своих детей, кто никак не может устроить свою личную жизнь. То есть идут именно страхи именно за личное. Духи рода говорят: не переживай, у нас все под контролем, все будет. Просто время не пришло. Ну, просто не пришло, и все. Всему свое время. Не стоит тут убиваться, там, думать о каких-то там венцах безбрачия, каких-то порчах и прочее. Этого нет. Этого просто нет. Просто здесь, знаете, как идет качественное продолжение вашего рода. То есть абы с кем род свой продолжать вам не дадут. Знаете, как многие там
есть истории, да, там женщина там трижды была замужем, там 3 ребенка от 3 разных отцов и вообще никакого наследия, там никаких моральных ценностей. Вот, либо мужчина, да, там не тех женщин встречает, да, а потом и с детьми не может видеться, воспитывать. Ну, такая история. Вот, у вас этого не будет. Нет. К вам духи вашего рода отправят именно того человека, который качественно вам подходит, то есть по характеру, по родовой системе, по талантам, по способностям. То есть здесь идет какое-то взаимодополнение, да, прокачка даже идет, улучшение. Так что не переживайте, все у вас будет. У вас идет пара и у вас идет чаша. То есть у вас будет и партнер, и любовь с этим человеком, и чаша у вас через край. Если вы переживаете, что у вас нет деток, либо внуков, все будет. Будет. Вы видите, вот от 2 людей отходят 2 ветки. И здесь еще другие семьи, ну, ячейки формируются. Так что все будет, переживать вам не стоит. Так, идем дальше. Здесь еще тема такая вот описана, как развитие человека, либо становление человека. Кто-то столкнулся с действительно невыносимым положением, может быть, с деньгами связано, либо с жизненными какими-то условиями. Кто-то лишился всего вот одномоментно, вот под каким-то влиянием, давлением, вот обстоятельств человек как будто бы, ну, потерял то, что имел, вот все рухнуло, все стало каким-то непонятным. Непонятно теперь, что делать, где себя применить, чем заниматься, как вот отстроить свою жизнь. Вот как будто бы с нуля вы должны отстраивать свою жизнь. Здесь духи говорят, четко показывают, что ваша жизнь сейчас в стадии дороги. То есть вы будете переезжать, перемещаться, вы будете искать новое место для себя, там, где вы действительно создадите свою жизнь с нуля, новую, хорошую, добротную, счастливую жизнь. У кого-то уже стоит вопрос дороги, да, то есть вам либо предлагают переезжать, уезжать, либо вы думаете о том, что вам нужно переезжать, уезжать. Вам эту дорогу не обойти. Вы можете ее притормаживать, то есть вы можете говорить, да нет, ну худо-бедно как-то сижу, да, на месте, на попе ровно, ну посижу, пока вот сидится, пока посижу. Духи говорят, ну зря тратишь время. Ты зря просто тратишь свое время. Время — это самый бесценный ресурс, который нам дается, вот людям, живущим здесь и сейчас. Не трать свое время. Дорога. Вам выпадают дороги. У одних людей дорога идет в виде переезда, причем достаточно дальнего. И этот переезд у большинства, конечно, идет как спонтанный, как вынуждают вас обстоятельства уезжать. И вы должны поехать, потому что именно в этой дороге, преодолев эту, вернее, дорогу, да, вы найдете то, что вы так долго искали. У других же людей идет как триггер, да, возможно, вы давно хотели переехать, но, ну, опять же, страхи, да, вот переживания, как на новом месте, а там что я буду делать, там вдруг не получится. А тут этот триггер, который случился, ну просто вынуждает. Ну нет у вас других вариантов. Все равно надо ехать. И вы поедете, не избежать. А с другой стороны, у меня идут люди, которых как бы партнер получается, да, вытягивает. Кому-то идет вот именно брак. Ну, у кого-то иностранец будет человек, да, либо иностранка женщина, либо человек, который уже куда-то уехал, переехал. То есть вы едете к своему партнеру. То есть не на пустое место начинаете с нуля, а едете к тому, кто вас ждет. Может быть, кстати, даже родственники отыграются, да, кто-то вас из родственников позовет, пригласит. Либо друзья тоже могут быть. То есть все равно ехать придется. Вот дорога идет. Вот. Что касается вашей реализации, вы не должны переживать. Вы не должны переживать, и вы не должны сидеть, опустив руки. Смотрите, в чем проблема. Вам очень многое дано. Вы человек вот прям, ну, непростой, сразу говорю, непростой. Человек, который не боится работать, человек, который ответственно ко всему подходит, человек, который действительно очень талантлив, причем во всем. Даже вот в любых там мелочах и несущественных вещах. Вот. Вам очень важно реализоваться полностью. Как вы это будете делать? Ну, кому-то по звезде идет, ну, свой бизнес, да, свое дело.
обретения своего дела. Ну, как призвание, наверное, даже, да? Ведь вести бизнес — это тоже призвание, там, управлять процессами. Если бизнес большой, то еще и людьми, да, брать на себя ответственность. А кому-то из вас идет какое-то просто мастерство невероятное, когда о вас говорят. Вот о вас даже не просто говорят, как легенды о вас ходят. Вот к вам идут вот как к такому прям мастеру номер один, да, профессионалу, гуру, вот с таким почтением. Но вы этого добьетесь, потому что вот ваши предки, они все, что могли, то и сделали, да, все эти таланты в вас вложили. Поэтому, мои хорошие, не переживайте. Это вам по судьбе, и это было прописано еще до вашего рождения. Поэтому, да, сейчас тяжело, но ситуация начнет выравниваться. Вот дорога случится, и все пойдет у нас на лад. Так, мои хорошие, а здесь со стороны матери есть человечек, который у вас просит то ли поминовения, то ли какого-то, может быть, даже прощения. Не знаю, это человек, с кем вы не простились. Вот человек ушел, да, может быть, это ваши там родственники, которые покинули этот мир, да, вот вы как будто бы с кем-то не простились. Этот человек хотел бы, чтобы вы либо как простились, да, отпустили этого человека, либо помянули. Это мужчина, это не женщина, это мужчина. Может, не у всех отыграется, но тем не менее. Вот если вы... Я так понимаю, что это мог быть либо дедушка, либо, может быть, дядя, может быть, прадедушка. Не знаю, но с этим человеком вы знакомы. Вот человек, который ушел как-то не простившись, либо какая-то обида у вас на этого человека была. Здесь для этого человека надо, просит. Если вы это сделаете, то вам тоже вот по жизни что-то простят, либо в чем-то вам послабление пойдет по вашей именно жизненной ситуации. Так, очень важно еще вам знать, что какие-то благие вести вот у вас уже на пороге. Эти вести, они способны, все поменять в вашей жизни. И еще очень важный момент. Здесь духи рода говорят, что вам будет послан человек, но это не от них человек пойдет. Этот человек пойдет от высших сил. Человек, который будет вам помогать. Это вот, знаете, светлый вестник летит в вашу жизнь. Для одних этот человек будет покровителем, для других вот прям защитником, спасителем. Человек, который поможет вам разобраться с тем, что вас, например, сейчас беспокоит, либо возьмет на себя ответственность за вашу проблему, за вашу ситуацию. Да. Вы сейчас столкнулись с тем, с чем не справиться самостоятельно, и вам нужен такой помощник. Вот духи вашего рода у высших сил для вас выпросили такого помощника. И этот помощник уже где-то рядом с вами находится. Вы никого искать не будете, этот человек найдет вас сам. Сам найдет для того, чтобы вам помочь, и причем помочь достаточно серьезно, очень такую знаковую роль, значимую, да, сыграет в вашей жизни. Это вот для вас выпросили. Причем выпросили духи по материнской линии. По отцовской более такие строгие, и они воины, они какие-то победители, да. Они вот все сами всегда решали. А вот по материнской они более так за вас заботятся. Если вы будете их почаще вспоминать добрым словом, поминать их почаще, то помощь будет усиливаться, и защита тоже будет усиливаться. Вот это вы должны понимать. Может быть, вы не всех знаете поименно. Может, вам действительно следует немножечко изучить историю своего рода, хотя бы приблизительно понимать, да? Насколько это возможно, да, хотя бы поименно знать людей. Вот. Это усилит вашу позицию в жизни, и вы будете более вот таким человечком и защищенным, и с корнями. Вот многим из вас, вот я вижу просто, да, вот корней не хватает. Вот не хватает. Может быть, с родственниками не общаетесь, может, как жизнь разделила, может быть, какие-то недопонимания были. Вот. А
недооценивать эти вещи, их просто нельзя. Вот люди, которые лишены, например, родителей, которые выросли в детских домах, которые не знают, кто они, таким людям очень нелегко. Даже вот эмоционально очень нелегко. Поверьте, стоит знать историю своего рода и стоит понимать, кто были ваши предки. Почаще вспоминать, почаще обращаться, получать поддержку и помощь. Так, и еще тут со стороны ваших родственников, со стороны отца идет такая информация о человеке, очень плохом человеке, которого вы хотите простить, либо как человеку хотите дать, может быть, еще один шанс. Это может касаться как и работы, бизнеса, дел, да, ваших, так и отношений. Вот предки со стороны отца, они против и говорят те же грабли. То есть вы человеку дадите шанс, вы человеку позволите, да, оправдаться, возможно, да, еще одну возможность подарите, а человек поступит так же, если не хуже. Поэтому здесь вам говорят, ни в коем случае, вот человек либо уже пытается внедриться, да, назад вернуться, либо буквально вот в ближайшем будущем на ваш порог появится. Гоните его прочь, гоните. Вот они вас прям предупреждают и говорят, борись за себя, не попадай в эту кабалу, не попадай в это рабство, не надо оно тебе. То есть гони этого человека и живи спокойно. Вот так вам говорят. Так, мои хорошие, для тех, кому важно понимать, а что же меня ждет, что будет дальше с моей жизнью и в моей жизни. Вот для вас венец. Вы видите? Венец. В венце у меня семья. В венце у меня счастливые люди, которые любят друг друга, у которых все есть. Люди, которые живут, улыбаются. Это ваше будущее. Здесь по вот этой птичке, да, она же ангелочек, вам гарантирована очень долгая и счастливая жизнь. Поэтому не переживайте. Да, сейчас нелегко, и жизнь, она не радует, но эти все события, обстоятельства вы переживете. Вы сильнее, чем вы думаете. Будущее ваше очень хорошее и светлое. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.